Меня зовут Адиева Татьяна Леонидовна. Я хотела бы с вами поговорить об использовании при обучении математики и информатики дистанционной среды Moodle. Работаю я в политехническом техникуме в Новосибирском, преподавателем математики и информатики. И хотела бы вам рассказать, что заставило меня использовать сайт дистанционного обучения, о его возможностях и о том, как я его использую в преподавательской деятельности. Математика – это один из таких предметов, который, почитав самостоятельно, не каждый ученик поймет. Ведь учебник пишется на определенного ученика, у которого должен быть определенный объем знаний, умений, навыков. А бывает так, что студенты, учащиеся, пропускают занятия по каким-либо причинам, вследствие чего образуются пробелы в знаниях, и это скажется в дальнейшем на их обучении. Поэтому необходимо создать условия для успешного выполнения учебной деятельности. Все знают слова конфликта. Расскажи мне, я забуду, покажи мне, и я пойму, позволь мне сделать самому, и я научусь. Но информационные технологии как раз позволяют создать условия, которые основываются на данных физиологии человека. Сайт дистанционного обучения представляет из себя, можно сказать, электронный учебник. Я использую электронные учебники, но столкнусь с некоторыми такими проблемами. В некоторых темах не хватает примеров, ход решения задач сокращен или нет дополнительных объяснений, либо рассматриваются сразу сложные задачи. Бывает так, что не на всех компьютерах они устанавливаются. И использование системы дистанционного обучения дает ряд преимуществ, интересовать учащихся студентов, путем внедрения новых технологий, эффективнее организовывать учебный процесс и так далее. Среда Moodle поддерживает такие формы учебных занятий, как лекция, семинар, занятия, тесты, форум, чат и так далее. Особенно такая форма организации, как интерактивная лекция. Материалы подаются порциями, каждый имеет возможность проверить степень усвоения материала. Например, тема сложения вычитания векторов. Рассказывается правило и разбирается пример, как нужно его применять, это правило. И дается возможность решить задачу. Внизу указывается, находится кнопка меню на переход на задачу или на другие вопросы этой лекции, как нахождение координат вектора, если известны координаты конца начала вектора, умножение вектором числа, сложение, длина вектора и так далее. Вопросы к лекции вы можете давать как вариантом выбора правильного ответа. Например, если вы выберете правильный ответ, комментарий, то это правильный ответ. Если же неправильный, то даются комментарии на ошибку. Либо же можно также связать задание с вводом ответа самому студенту. Например, дан вектор, найдите его длину, и студент должен написать ответ. Также я использую и тесты, где я ввожу сама свои вопросы, так чтобы студенты не нашли готовые ответы в интернете. При этом я отслеживаю, сколько раз пытался студент выполнить тест, какой ответ в конкретном случае, в каких вопросах он ошибался. И те, кто проверяют тетради, они вполне поймут, они знают, сколько времени после проверки тетради, а есть оценка сразу готовы, и не надо устанавливать его на компьютерах. Другой вид, который я использую, это загрузка готовых презентаций, которые я использую на уроках. Особенно нужна для тех студентов, которые, например, не посещали занятия. И к этой презентации даются вопросы, на которые студент должен будет ответить и принести на урок. Другая форма – это задание. По математике только тестовой формой проверки знаний не обойдешься.
Порой студент решает все правильно, но допускает ошибку при подсчете. Чтобы отследить способ решения, дается задание, решение которых он может прикрепить в виде файла на фото или же применить на урок интернета. Также другая возможность еще вставка видеоуроков, фрагментов. В интернете их очень много, но их тяжело найти, чтобы именно соответствовало уровню знаний нашей части. Поэтому я даю, либо загружаю сама видеоуроки, либо же даю ссылки на нужные видео в интернете. В заключение хотела бы сказать, что система дистанционного обучения я использую как источник конспектов. Это необходимо для студентов, которые хотят занятия. Можно также использовать мини-уроков, если есть доступ в интернет. Другой вид, который я использую, интерактивная лекция. В этом виде кто заходил, кто посмотрел, как выполнил задание. Другой вид тесты по различным темам, чтобы можно было оценить знания, умения и навыки студентов, не потратить времени на советы. Как источник материалов для дополнительного обучения и самостоятельной работы студентов. На мой взгляд, плюсом является то, что необходимо иметь компьютер, подключенный к интернету, и никакого программного обеспечения дополнительного, никаких дисков, никаких ключей, и требуемым техническим характеристикам компьютера. После изложения материала подбор заданий соответствует уровню знаний студентов. Возможность добавлять видеокартинки, возможность добавлять видеокартинки на сайте, подать набор модулей, чат, форму, уроки, лекции и так далее. Полный отчет о деятельности студентов и настройки email рассылок. Единственное минус, то, что уходит много времени на наполнение сайта своими разработками. У меня все. Спасибо за внимание. На слайде вы видите мои контактные данные. Если у вас есть вопросы, задавайте.